Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hurmatli avesi şalagu kullar rayondaru cemaat. Va buksa qamal. Nazo daqiqtulgu barcha bullevra va hakan usajula. Ramazan barz khuna baqlaqisa majlisre. Jumma kulli Ramazan zorul tuksa daraja lavesa busari mutsukunsa barz busari mulik daraja qimatku va mukumma va naukunsa majlisrum. Dindari tu busaysa, Allah gizlerlegisa, İslamre tu busaysa, mu yala huysa majlis uqanaqsa va dunyali. Munetu va naukunsa majlis tenjuva çubukurça mu haracat panarkinsar bucan. Va zor şikun bisa şa çirun telebatan notiyora, ajan nausa kun notiyora. Jula Ramazan barzgu kuna baqi jukumat sana kun Allahna tawfik bulunno. Tila bahekum mu zumar duhle. Taat ibadat dulle hammaza tawfik Allahna jukumat sana kun bulunno inşallah. Tanakulna maqbuluna va media holdingra qonama Ahmad Amanati Usar ve abaroduni harza nashidru va nadulalisar va nakun maqbulunu yuhumme dachindau busav inşallah va naduanisar. Azu vici dişara va azarta nashidirta Allahna kabagana wassalamu alaikum wa rahmatullah. У меня, как у Мухаммада Манара, на лакском языке не получится, поэтому я на русском пока еще изучаю, но в конце мероприятия пару слов я точно скажу. Дорогие мои братья, дорогие сестры, наши уважаемые гости, имамы, алимы, Шамиль Исламович, я очень рад вас всех приветствовать. Всем ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Вы хотя бы улыбайтесь, я вас очень прошу. Когда вы улыбаетесь, в зале настроение другое бывает. Сегодня у нас праздничное мероприятие, приуроченное к благословенному месяцу Рамадан, который наступает, с которым я вас всех поздравляю. Дай Аллах, чтобы этот маджлис был особенным, баракатным маджлисом, принесящим пользу для каждого из нас в обоих мирах, иншаллаху рахман. Искренне желаю всем приятного отдыха, насладиться программой, внимательно слушать призыву, наставлениям наших ученых-богословов и максимум извлечь для себя пользы сегодняшнего мероприятия. Дорогие мои братья, дорогие сестры, я как ведущий сегодня долго говорить не буду, но максимально буду стараться держать настроение в зале, иншаллах рахман. Надеюсь, вы нас тоже будете поддерживать. Давайте, как всегда, мы начнем сегодняшнее наше мероприятие с чтения аята Священного Корана, чтобы в нашем селе, в нашем районе, в Дагестане был мир, согласие, благополучие, чтобы милость Всевышнего не покидала нас и наши дома никогда, иншаллах рахман. Внимательно послушаем аят Священного Корана, тем самым начнем сегодняшний наш маджлис, иншаллах рахман. Для чтения Корана приглашаем на сцену нашего брата Муса. Пожалуйста. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون
وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعلمون جزاء بما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Дорогие мои братья, дорогие сестры, мы с вами часто слышим хадис пророка, алейхиссалату вассалям, который гласит, что один такой хороший маджлис, где звучат аяты Священного Корана, в которых мы восхваляем пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, вспоминаем о его нравственных качествах, говорим о хороших людях, наставляем друг друга на самое доброе, благое и, конечно же, остерегаем от всего негативного, плохого. Один такой маджлис становится причиной смыванию тысячи и тысячи, много миллионов наших с вами плохих собраний. Мы с вами слабые, грешные рабы Всевышнего, хотим мы этого или нет, грехи у нас получаются. И в подобных мероприятиях мы с вами нуждаемся. Я искренне надеюсь, что сегодняшний наш маджлис будет именно таким, особенным, баракатным, приносящим пользу для каждого из нас в обоих мирах, иншаллаху рахман. Мы немножко любим мавлиды, нашиды, любим, когда нас, скажем так, все, что связано с таким, как сказать, развлечением, скажем так, да, с отдыхом и так далее, это все мы любим. Но каждое мероприятие, каждый отдых, это тоже очень важный момент в исламе. Каждый отдых, от каждого собрания, даже когда просто муж и жена просто собираются где-то, мы должны постараться извлечь для себя пользы от всего этого. И, естественно, сегодняшнее мероприятие нет другой цели. Цель всего лишь одна, чтобы еще раз вспомнить, как нам встретить месяц Рамадан и как нам лучше всего его проводить. Потому что Рамадан – это особенный месяц, который каждый из нас мы выделяем по-особенному. И в этом вопросе для нас с вами помощниками являются наши ученые, богословы, наши имамы, алимы, которые, несмотря на свой плотный график, они выезжают, готовы всегда выехать на любые уголки нашей республики для того, чтобы увидеть вас, нас с вами, порадовать нас, давать нам ценные советы, наставления. И я хотел бы в первую очередь пригласить сюда на сцену, предоставить слово первому нашему гостю, ученый, богослов, который очень известный, особенно в социальных сетях, Рамазан Исаев. Давайте поприветствуем. Бисмиллахи рахмани рахим, альхамдулиллахи раббил алямин, ва саллаллаху та'аля ва саллама аля сайидина Мухаммади ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракатух. Уважаемые братья, уважаемые сестры, поздравляю вас с таким богоугодным мероприятием и могу поздравить себя тоже, потому что мне очень приятно находиться на тех землях, откуда распространялся ислам. Для меня это честь и радость, то, что я сегодня приглашен именно на это мероприятие и нахожусь на этих землях. Почему я это говорю? Потому что, будучи 3 года отучившись за пределами нашей республики, неоднократно, когда мы поднимали разговоры со студентами в классе и с учеными, которые с разных стран ставили нам уроки и разговаривали о распространении ислама, то мы всегда упоминали об этих землях, а также о Дербенте, о тех местах, откуда исходил свет религии ислама, где народ поддержал религию ислам. И волей-неволей вспоминаешь историю посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, когда еще в его времена распространялся ислам, только-только когда распространялся, многие, наверное, слышали, что пришлось ему перетерпеть его сподвижникам, которые находились рядом с ним и поддерживали его в религии. Когда его угнетали, когда его изгоняли, это был очень тяжелый период, когда мужу приходилось
расставаться со своей женой, чтобы выжить, чтобы переселиться из Мекки в Медину. И когда они переселились, мединцы – это очень щедрый народ, который долго ждал и радовался то, что к ним идет сам посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма. И проявляя радость, то, что к ним переселяется пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассаляма, они по очереди приходили и дарили ему подарки, проявляя свою радость. И пришла одна женщина, и, обращаясь к пророку, говорит: «Я Расуль Аллах, о посланник Аллаха, у меня нет ничего». Она была очень бедна, у нее абсолютно ничего не было. Но, говорит, у меня есть мой маленький ребенок, а этому ребенку было около 10 лет, возможно, может быть, чуть меньше, 9 лет по разным версиям. И он возле матери, вот как обычно дети кружатся вокруг ног, вот так вот он кружился. И она говорит: у меня кроме него никого нет, и я, говорит, его хочу подарить тебе, чтобы он прислуживал тебе и рядом с тобой находился. Прими от меня это. Единственного своего ребенка вот проявил радость, эта мать решила отдать его к посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, на воспитание. Посланник Аллаха взял этого ребенка и по просьбе матери, чтобы он сделал за него дуа, взял его за голову, поцеловал между глаз и попросил Всевышнего Аллаха, чтобы Аллах Тааля дал ему имущество, чтобы Аллах дал ему много детей и чтобы его ввел в рай. Это был сподвижник Анас, который передал более 2000 хадисов посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, который был в их семье очень близким человеком, который рядом постоянно находился и в сафари, и не в сафари. И вот эта история нам о чем говорит? Мы можем извлечь отсюда уроки для себя. То есть, когда посланник Аллаха с Мекки в Медину переселился, распространяя ислам, правильно же, его встретил народ там очень радостно и поддержал. Эти земли тоже были землями, в которых народ встретил и поддержал религию ислам, откуда дальше распространение шло. И сегодня, когда мы проводим подобного рода мероприятия, вот такие вот маджлисы, которые смывают тысячи плохих маджлисов, то есть собраний, вот такие мероприятия, они нам дают вспомнить, насколько тяжело было тогда и насколько легко сегодня приобретать эти знания, узнавать о религии Всевышнего Аллаха, узнавать о том, как это все распространялось. И знание – это свет, незнание – это тьма. На подобного рода мероприятиях увеличивается любовь друг к другу, уважение к друг другу. Даже, наверное, здесь сидят люди, которые давно, может быть, себя не видели, но на таких маджлисах еще раз является признаком и доказательством того, что он хороший бывает маджлис, то, что эти люди встречаются и просто даже улыбнувшись друг другу, они раздают садака, как передается в хадисах. Когда сподвижник посланника Аллаха Абу Дарда находился в Дамаске, к нему пришел один человек. И, подойдя, он сказал такие слова: «Я Абу Дарда», обращаясь к сподвижнику пророка. А он тогда был правителем Дамаска. Это получается у нас Сирия. «Инни джи'тука мин мадинати Расули, саллиллаху алейхи вассаляма». Вот такими словами обратился этот человек к Абу Дарда и говорит, что я пришел из города посланника Аллаха, то есть с Медины. Пророк же похоронен в Медине. Далее, продолжая, вот вопрос же возникает, для чего пришел? Этот человек говорит «ли хадифин», для того, чтобы один хадис узнать. Представьте себе, где Медина, а где Дамаск. Между Мединой и Дамаском более 1000 километров. Тогда не было ни самолетов, ни машин, ни поездов. Даже если он этот путь проделал верхом, это минимум 20 дней и больше. Для того, чтобы один хадис пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, услышать. И он говорит, продолжая, обращаясь к Абу Дарда, я просто слышал, говорит, что ты рассказываешь этот хадис от имени посланника Аллаха, то есть от пророка, саллиллаху алейхи вассалям, передаешь. И из-за этого я пришел лично из твоих уст услышать. И этот хадис был как раз таки, уважаемые братья и сестры, тоже о знаниях.
Это знания, если бы их не было, если бы ученых не было, если бы не было таких маджлисов, ну как бы мы узнали, что вообще Аллах есть? Как бы мы узнали, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, есть? Мы бы этого же не узнали бы, если бы не подобного рода маджлиса и не ученые, которые передают это знание, уважаемые братья и сестры. И чтобы вот выразить хотя бы минимальную радость посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляму, чтобы отблагодарить Всевышнего Аллаха, отблагодарить ученых, как говорится в хадисе, «Ля яшкуруллаха, ман ля яшкуруннас». Кто не благодарит людей, тот не благодарит Аллаха, а ученые, они более чем заслуживают, чтобы мы их благодарили. Вот такого рода мероприятия, они для этого и проводятся, уважаемые братья, уважаемые сестры. И чтобы мы понимали, насколько посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, переживая за нас, распространял религию ислам, просто можно вспомнить историю, когда сам Всевышний Аллах в Коране, обращаясь к нему, сказал: «Ауду билляхи минаш шайтанир раджим, валя сауфа ю'тика раббука фатарда». Господь тебе уготовил, Всевышний Аллах, и будешь ты доволен. Всевышний Аллах обращается в Коране к пророку. То есть посланника Аллаха ждали все обитатели небес и земли. Абсолютно все ангелы. Врата рая для него были открыты. И Аллах говорит, что Он уготовил для него все из райских благ. И ты будешь доволен, Всевышний Аллах говорит. Посмотрите на ответ самого посланника. Милость для миров. Что отвечает Всевышнему Аллаху? «Идан валлахи ля арда ва вахидун мин уммати финнар». Клянусь, говорит он, Всевышним Аллахом, я не буду доволен до тех пор, пока хоть один из моей общины человек будет находиться в аду. Это его любовь, его переживание к нам. Вот сегодня подобного рода маджлис, это хотя бы будет минимальной любовью, переживанием за религию ислам и любовью к посланнику Аллаха. Все те, кто здесь собрались, нет сомнения, что у каждого в сердце все равно есть любовь к посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Дай Аллах, чтобы вот эта капля любви, которая хотя бы есть, она превратилась в море любви к посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Дай Аллах, чтобы так же, как нас здесь Всевышний Аллах собрал вместе с имамом вашим, вместе с руководителями, собрал Джаннатуль Фирдаус по знаменем пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассаляма, вальхамдулиллахи раббил алямин. Почти 95% полный зал. И это говорит о вашей любви, о вашей отношении к имамам, алимам. Вот чистая ваза, как вы видите. Тут есть номерки. Если я так поставлю, видно будет вам? Все получили номерки? Точно? Есть кто номерки не получил? Раз, двое. Нужно будет, ребята, чтобы все получили номерки. Вы поднимите, пожалуйста, руки. Давайте мы сейчас сделаем так. Сейчас у нас с минуту на минуту будет время азана. Мы послушаем азан вместо одного нашида, иншаллаху рахман. Все ответим муадзину. После азана мы продолжим наше мероприятие. Потом потихоньку все вместе пойдем на намазы, иншаллаху рахман. Спешить никуда не будем. Видите, столько ценных подарков, столько всего. Давайте спонсорам тоже поаплодируем. Честно говоря, я не знаю, но наверняка многие из вас тоже внесли свой вклад в это доброе дело. Это для того, чтобы немножко чуть-чуть себя порадовать. Мы же с вами знаем хадис пророка, алейхиссалату вассалям, который гласит: вы дарите друг другу подарки, тогда вы полюбите друг друга, сказал пророк, алейхиссалату вассалям. Чтобы мы немножко, наша братская любовь ради Всевышнего Аллаха тоже укрепилась между собой, чтобы подобные встречи, подобные мероприятия тоже мы часто начали посещать. Так, вот все ваши номерки, ничего не упало, все. Все номерки есть у нас тут. Сейчас я попрошу Рамазана, чтобы он для нас, для бараката исполнил азан. Сейчас время намаза, внимательно послушаем, а потом, иншаллаху рахман, продолжим. Рамазан, пожалуйста. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Машаллах, баракалла огромное. Итак, вот теперь последние купончики, которые мне дали все здесь. Дорогие мои братья, дорогие сестры, если я буду вытаскивать билеты, ничего? Доверяете все? Ни одно слово на лакском не знаю. Как сделать? Мухаммад Хаджи, как сделать? Мальчика позвать. Где, ну, давайте сейчас, он лакском, наверное, всех, просто немножко время наше хотел сократить. Давайте тогда самого такого маленького сюда. Чуть еще помоложе есть? Нам же еще переводчик нужен будет сейчас. Давайте сюда, давайте кого-нибудь из таких маленьких. Ну давай, идем, бегом сюда на сцену. Он же заинтересованное лицо, а? Хорошо, иди сюда, идем, ничего страшного. Смотрите, дорогие мои братья, в принципе, тут вот все билеты, говорю, подарки, все у нас одинаковые, скажем так. Я просто на что у меня глаз попадет, я просто возьму, и вот это будем разыгрывать, хорошо? Вот сейчас это что, весы у меня в руках. Свой номерок пока вот сюда в карман положи. Вот, все, у тебя больше номерков нет. Вытащи руку, идем сюда. Все, дорогие мои братья и сестры, сейчас любой номерок, который вот этот красавчик вытащит, этот человек станет обладателем вот этих весов. Сейчас очень модно вес коньяк, там сахар не кушать и так далее, все за собой следят, поэтому очень нужная вещь. Тебя как зовут? Абдурахман. Готов? Получится у тебя, иншалла рахман. Ну-ка, бисмилляхи рахмани рахим скажи и только одну бумажку возьми отсюда. Стоп, глаза закрой. О, только одну бумажку. Все. Какая там цифра? Ага, скажи всем. 11. Тебе не повезло. У тебя другой номер. Номер 11 у кого? Номер 11. Давайте смотрим быстро. У кого номер 11? Так, вот наша. Есть? Нашлась? Нет? Давайте к нам сюда поближе или встаньте, чтобы все вас увидели. Где у нас номер 11? Конечно, доказательство нужно обязательно. Это вам не простые весы. Так. Ну-ка, дай номер 11 ко мне. Ты иди в зал. Все, красавчик. Ну-ка, покажите. Номер 11 есть. Это ваш? Да. Точно ваш? Отца.
Хорошо, ну вы как-нибудь вместе поделитесь, хорошо? Дайте ваш номер тоже ко мне. Поможете? Давайте сделаем так, чтобы вот я еще что-нибудь возьму, пока на велосипеде оставим весы. Так, бисмилля рахман рахим. Вот этот как раз месяц Рамадан тоже самая нужная вещь, чтобы Коран слушать. Вот его будем разыгрывать сейчас. Аудиоплеер. Идемте сюда поближе. Вас как зовут? Мадина. Мадина, помоги мне, пожалуйста. Скажи бисмилля рахман рахим, вытащи один билет. 169. 100. 169. Это не Абдурахмана, который сейчас тут был. Вот с той стороны поднимитесь, пожалуйста. Можно там, ничего страшного. Ну-ка, покажите мне. 169 есть, возьмите. Вот этот подарок для вас. Все. Спасибо большое. Вы обязательно свой подарок возьмите. Возьмите свой подарок. Все. Дорогие мои братья и сестры, вы видите все номерки, которых мы разыграли, я убираю в сторону. Все. А сейчас мы продолжаем. Основную цель сегодняшней нашей встречи, сегодняшнего нашего маджлиса – это узнать еще больше о нашей религии, о нравственных качествах пророка, алейхиссалату вассалям, о предстоящем благословенном месяце Рамадан. Я вас всех хочу поздравить и порадовать. Сегодня вас посетил один из больших ученых-богословов, человек, который имеет огромный опыт просветительской деятельности в нашей республике и в стране в целом. Человек, который огромное время занимал должность имама центральной джума мечети города Махачкалы. Этого человека все мы знаем, знают среди молодежи, особенно любим и уважаем. Он в данный момент является сотрудником отдела ФЕТФ при Муфтиате Республики Дагестан, занимает очень ответственную должность. И сегодня он оставил все дела, приехал к вам. Давайте мы его встретим достойно. Зайнулла Хажи Атаев, пожалуйста, вам слово. Альхамдулиллах, вассаляту вассаляму аля расулиллах, ассаляму алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракатуху. Дорогие мои братья, дорогие мои сестры, всех вас очень рад видеть. Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в организации этого прекрасного мероприятия. В первую очередь, конечно, наверное, главу администрации и Мухаммад Манара, и всех, кто принимал участие. Пусть Всевышний Аллах воздаст им благом. Подобные маджлисы, особенно в преддверии месяца Рамадан, они имеют очень большое значение. Это благодатное, благородное собрание. И если вы здесь оказались, значит, Всевышний Аллах вас миловал, оказал вам милость, хочет, чтобы до вас дошла какая-то истина. Ведь вы здесь неспроста собрались. Значит, так было угодно Всевышнему, и вы что-то должны сегодня отсюда унести. Не только это, но и какую-то истину, какой-то свет. Так часто бывает, что человек, когда находится в стрессовом состоянии, не знает, как поступить, на него сваливается много бед, несчастья, или человек запутался в жизни. Бывает, что едет в машине, или там по радио, или как-то до него доходит какие-то слова наставления, там какой-то аят может быть, какой-то хадис, какое-то наставление ученого, и это играет в его жизни потом вот ключевую роль. То есть все меняется. А здесь в таком маджлисе, где только об этом и говорят, это, конечно, очень хорошо, что вы сюда пришли, и дай Аллах, чтобы вы отсюда ушли с пользой, которая, а возможно, эта польза, эта благодать повлияет на всю вашу жизнь, иншаллах. Поэтому суета, мирская суета, она ведь все равно никогда не закончится. Мы каждый день о чем-то думаем, переживаем, о заработке, о насущном. И надо иногда остановиться, надо все-таки над собой задумываться, над своей жизнью, а что я сделал, а чего добился, а для чего живу. И такие вопросы, конечно, надо себе задавать и понимать, что обращаться к источникам исламским. Человек – это уникальное творение Всевышнего Аллаха, и нашей основной задачей в этом мире является
познать нашего Создателя, познать нашего Творца, прийти к пониманию, прийти к тому, к вере, что Он есть, что Он Создатель, познать все Его эпитеты и, уже познав Всевышнего Аллаха, жить в этом мире, руководствуясь тем руководством, тем светом, который Он ниспосылал на протяжении всей истории человечества, от Адама до пророка Мухаммада, алейхиссаляту вассалям, следуя тому руководству, свету, которое заключается в последнем послании Всевышнего Аллаха в Коране. И этот Коран был ниспослан именно в месяц Рамадан. И об этом и в самом Коране повествуется. «Шахру Рамадан аллази унзиля фихи л-Курану худан линнаси ва баййинатим миналь худа валь фуркан». Месяц Рамадан, говорит Всевышний Аллах, это тот месяц, в котором был ниспослан Коран, как наставление, как руководство для людей, и как разъяснение этого руководства, и как развлечение лжи от истины, правильного от неправильного и так далее. Поэтому Всевышний Аллах сотворил нас, создал нас, чтобы мы познали Всевышнего Аллаха и чтобы оказать нам милость. Именно только в следовании по пути Всевышнего Аллаха, в следовании нормам, предписаниям ислама, мы обретем благо, мы обретем милость Всевышнего Аллаха. Мы, конечно, когда о себе заботимся, о себе думаем, мы себя жалеем, родители нас жалеют, любят, но никто никогда нас не полюбит, никто никогда к нам не будет более милостив, более милосерден к нам, чем Всевышний Аллах. И пророк, алейхиссалату вассалям, об этом говорит. Однажды он вместе со своими сподвижниками проходил мимо женщины, которая на руках держала ребенка и сидела перед костром, был впереди очаг был. Пророк, алейхиссалату вассалям, спрашивает у своих сподвижников: как вы думаете, эта женщина способна бросить свое дитя в этот огонь? Нет, у посланника Аллаха, это вообще невероятно, это вообще такое исключено, как мать может свое дитя в огонь бросить. И пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, что Всевышний Аллах к вам милосерден больше, чем эта женщина к своему дитя. Вот такое отношение, вот такое милосердие, милость ко Всевышнему Аллаху к нам. В некоторых источниках сообщается, что ежедневно небеса, земля, моря, океаны обращаются ко Всевышнему Аллаху с просьбой обрушиться на людей, поглотить людей, наказать людей, видя, как они неблагодарны Всевышнему Аллаху, видя, как они неблагодарны Создателю. И Всевышний Аллах им обращается к этим небесам, земле, горам: оставьте их, говорит. Если бы вы их создали, вы тоже были бы к ним милосердны, говорит Всевышний Аллах. Поэтому наша задача в этом мире – познать нашего Создателя и, познав его эпитеты, качества, поклоняться Ему в соответствии с тем, как этому обучил посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям. На самом деле, ислам – это религия наша, это величайшее благо для нас, величайшее счастье. Ведь она нас, посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, который донес до нас ислам, научил нас тому, что... Ведь многие люди в жизни ищут смысл в этой жизни. Для чего я создан? Что мне здесь нужно? Может, я должен всю дорогу, всю жизнь здесь получать удовольствие, удовлетворять свои потребности, свою похоть. Многие люди путаются в этой жизни, не знают, в чем смысл. А если и приходят к пониманию того, что есть Создатель, есть Всевышний, не знают дальше, что с этим делать, как выстроить путь к Нему, как добиться Его благоволения, как стать счастливым. И в этом плане, вот в этой связи, обратите внимание, мы знаем, кто наш Создатель. Этому нас научил пророк, алейхиссалату вассалям. Мы знаем Его эпитеты, что Он независимый, всемогущий, всеслышащий, не нуждается ни в ком и ни в чем. Мы знаем многие Его эпитеты. А мы знаем, что мы должны делать. Ислам нас, пророк, алейхиссалату вассалям, обучил нас тому, как
в этой жизни делать, что можно и нужно делать в этой жизни, чтобы вызвать Его благоволение, чтобы Всевышний Аллах был доволен, чтобы у нас в жизни все складывалось хорошо, чтобы мы не испытывали чувство угрызения совести от тех или иных постыдных поступков. И мы прекрасно знаем, что нас ждет после смерти. Вот эта определенность, когда она есть, когда человек четко понимает, представляет для себя всю модель этой жизни, знает, кто он должен здесь делать, и что его ждет после смерти, и что нужно делать для того, чтобы в этой вечности после смерти обрести счастье. Когда это все четко понятно, жить становится, конечно, легко. И жизнь становится осмысленной. Обратите внимание, в странах Запада, где процветает западная культура, где основным лозунгом жизни является «возьми от этой жизни все». Там очень многие люди, и особенно и даже молодежь, испробовав все блага, все прелести, все наслаждения в этой жизни, заканчивает жизнь самоубийством. Почему? Потому что не понимают, в чем же эта жизнь, в чем смысл этой жизни, что здесь делать. И в этой связи, конечно, альхамдулилля, у нас есть религия. Ведь, обратите внимание, есть ведь люди, которые и пришли к какой-то истине, пришли к какому-то пониманию, да, утверждают, говорят, что есть, да, что-то в этой жизни существует, какие-то там силы, что нас после смерти ждет, но ведь в этой жизни, в этом мире очень много и ложных всяких религий, ложных течений, учений, которые вводят в заблуждение человека, не удовлетворяют его потребности, которые не употребляют те потребности, которые продиктованы его естеством. И в этой связи наша религия, ислам, его предписания полностью отвечают потребностям его естества. Ислам – это религия естества. Поэтому главной, первой задачей человека в этом мире является, конечно, познать своего Создателя и поклоняться Ему. И, конечно, когда мы говорим, что о поклонении, это не значит, что поклонение – это намаз, это пост, поездка в хадж. Нет. Эти 5 столпов ислама – это поклонение, это столпы нашей религии, это символы нашей религии. Но на этом поклонение не заканчивается. Более того, если человек неправильно понимает ислам, совершает намаз, соблюдает пост, но тем не менее эта его религиозная практика абсолютно не мешает ему поступать бесчеловечно, оскорблять, ущемлять права других людей, сорить там своим соседям, плохо обижать, оскорблять других людей, приобщать себе, присваивать себе то, что ему не положено и так далее, все его поклонение становится абсолютно бессмысленными. Никакого значения такое поклонение для Всевышнего Аллаха, такое поклонение никакого веса не имеет. И пророк, алейхиссалату вассалям, об этом совершенно ясно говорит, что в судный день, то есть он спросил своих сподвижников, спрашивает, кто такой банкрот в вашем понимании? В нашем понимании банкрот – это тот, они отвечают, у кого нет ни дирхама, ни динара, кто погряз в долгах, это и есть банкрот. Нет, говорит пророк, алейхиссалату вассалям. Банкрот – это тот человек, который, воскреснув в судный день с большими запасами, с большими своими деяниями, с большими, подобными горам вознаграждением в виде намаза, поста, садака и так далее. И в этот же судный день, когда воскресают люди, когда рядом с ним приходят люди, честь которых он задел, оскорбил, имущество которых отнял, все эти люди станут ему предъявлять свои требования, и все его блага, все его хорошие поступки, его вознаграждения, которые он получал за поклонение, которое, как он считал, что вот это поклонение, все эти люди, права которых он ущемил, они все эти благие дела разберут.
ничего ему не оставят. И если этих дел окажется недостаточно, чтобы восстановить им ущемленные их права, тогда грехи ущемленных перейдут на весы этого человека, на шею этого человека. И он, естественно, с этим грузом отправится в ад. Поэтому крайне важно понимать, что поклонение, это вот многие так полагают, что поклонение это то, что мы делаем, намаз, там, зикр делаем, там, пост соблюдаем. Да, это поклонение в узком смысле этого слова, это символы нашей религии. Но их нельзя рассматривать в отрыве от нравственности, от морали. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, что больше всего в судный день человека в рай будет вводить не множество намазов, не множество постов, а его нравственность, благой нрав. И таких хадисов очень много. Пророк, алейхиссалату вассалям, также однажды рассказали о женщине, которая много постится, совершает дополнительные ночные намазы, раздает там милостыню. Но есть одно но. Она очень вредная по отношению к своим соседям. Она мучает своих соседей. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, она в аду. И ему рассказывают о другой женщине, которая не отличается таким большим количеством постов, намазов, но она благонравна. От нее соседи не страдают. Более того, она отличается хорошим нравом, и с соседями хорошие отношения. Она в раю, сказал пророк, алейхиссалату вассалям. Поэтому, когда мы говорим о намазах, о важности намазов, о важности поста, поклонения в исламе, это еще не все. Ислам нужно рассматривать в целости, в совокупности со всей его моралью и нравственностью. И также касательно поста, когда пророк, алейхиссалату вассалям, говорит относительно поста, если человек, соблюдая пост, не отказывается от сквернословия, от поклепа, от клеветы, то у Всевышнему Аллаху нет никакой нужды в том, чтобы он отказывался от еды и питья. Кроме голода этот человек ничего не получит. В народе даже такой пример приводят. Вот человек, который отказывается в течение дня поститься, но больше там не воздерживается от грехов языка и так далее, он, говорит, подобен ослу, которому рот завязали. В течение, вот он не понимает, что ему рот завязали. Он вот завязали, когда откроют ему рот, тогда он будет есть. Вот такой пример. Этот пример очень даже отражает эту реальность. В этой связи месяц Рамадан, конечно, если его называть современным языком, месяц Рамадан – это интенсивный курс богобоязненности. Почему? Потому что ведь основная цель нашей жизни, чего добиться в этой жизни? Добиться богобоязненности, которой мы очень много друг друга призываем, которые мы иногда кичимся, говорим, многие, вот вы, наверное, замечали, там в каких-то конфликтах люди, особенно молодежь, в конфликтах начинают друг другу говорить, мы там, кроме Аллаха, ничего не боимся, мы никого, кроме Аллаха, не боимся. Ну, это же не такой страх, ведь речь не об этом идет. Богобоязненность как раз-таки не в этом заключается, а заключается в том, когда человек, помимо того, что соблюдает предписания Всевышнего Аллаха, боится при этом еще ущемить права людей, посягнуть, боится, остерегается посягнуть на жизнь человека, на его здоровье, на его честь, на его имущество. А оно для нас запретно. Наше имущество, наша жизнь, имущество и честь запретны друг для друга. Никто не вправе на него посягать. Поэтому в чем заключается смысл этого поста? Ведь в течение дневных суток времени мы воздерживаемся от того, что в течение года является для нас дозволенным. От воды, еды, питья. Почему месяц Рамадан мы должны от этого воздерживаться? Да? Суть заключается в том, что это тренировка богобоязненности. Когда мы в течение дня отказываемся от дозволенных вещей, то по окончанию месяца Рамадан мы легко сможем воздерживаться, тем более воздерживаться от запретных вещей, от очевидно запретных вещей. В этом вот заключается замысел, один из замыслов этого поста. Конечно, много здесь мудрости есть, связанной с этим постом. Кстати, вот когда в чем еще вот мудрость поста заключается? В том, что мы начинаем свою натуру познавать.
мы начинаем познавать, насколько мы слабые. Нам иногда кажется, что мы сильные, влиятельные и физически, или там любую другую силу мним о себе. А стоит нам несколько часов не поесть, не попить, силы нас немножко потихонечку начинают покидать. Это о чем говорит? Что насколько мы зависимы от питания, от воды. Мы не можем долго без этого жить. Какое-то время, конечно, можем, но в итоге это нас убьет. Это о чем говорит? Это говорит о нашей зависимости, о нашей тварности. И также один из замыслов поста, ощущая голод, человек, когда постоянно ест, много ест, то что происходит? Сердце начинает черстветь, у него притупляется чувство. Он мало задумывается о своей жизни, мало задумывается о смерти. И несколько его восприятие этого мира, восприятие истин, которые проповедуются в исламе, это восприятие немножко притупляется. Когда человек голодает, и если он это делает с самого начала, искренне делает ради Всевышнего Аллаха, кстати, это многие почему боятся поститься? Почему? Потому что их пугает то, что в течение дня нужно будет голодать, и этот голод, то, с чем они столкнутся, эта жажда их пугает. Поэтому, когда человек, самое главное, что в исламе, в поклонении, это намерение. Без намерения ни одно поклонение не может быть действительным и не будет за него вознаграждения. Поэтому, когда вы, прежде чем приступить к посту ночью, совершенно четко, осознанно сделаете намерение поститься ради Всевышнего Аллаха, вы увидите, насколько это легко. Вы почувствуете силу духа этого. И не только сутки, даже несколько суток человек, когда такое намерение делает ради Всевышнего, он обретает великую и большую силу. Полгода до Рамадана просили Всевышнего Аллаха дожить до Рамадана. Просили Аллаха, чтобы Он им дал возможность дожить до Рамадана. А после Рамадана полгода они просили Всевышнего Аллаха принять их пост и все, что было в этом месяце благого сделано. Поэтому сейчас месяц Рамадан приближается, и это уникальная возможность для нас всех. Представьте себе можно будет и такой привести пример. Ведь мы прекрасно знаем, что Всевышний Аллах оказывает величайшую милость в этом месяце, прощает грехи, оказывает милость, не спосылает блага. Чтобы привести аналогию, на что это похоже. Например, у каждого из нас есть какие-то долги, обязательства по коммунальным, скажем, еще перед какими-то организациями человек погряз в долгах. И ему говорят, такой месяц придет, в мае месяце, например, в этом месяце все твои долги будут прощены. С какой радостью он будет ждать этот месяц? Также этот месяц, в котором Всевышний Аллах, месяц Рамадан, оказывает величайшую милость, прощает грехи. И за поклонение вознаграждает в десятки раз больше, чем в обычное время. Поэтому, дорогие мои братья и сестры, это уникальная возможность, милость Всевышнего Аллаха. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: унижен тот человек, который дожил до Рамадана, и для которого месяц Рамадан прошел, а он не сделал ничего, чтобы его грехи простились. То есть он вышел из этого месяца Рамадан непрощенным. То есть это настолько надо постараться, чтобы тебя Аллах Всевышний не простил, что это край безумия. Почему? Потому что настолько эта милость в этом месяце, милость Всевышнего Аллаха избыточна в этом месяце, настолько велика его милость в этом месяце, что заслужить его прощение не стоит особого труда. И поэтому, если ничего в этом месяце не сделать, если он для него пройдет как обычный месяц, конечно, он окажется из числа тех, о ком пророк сказал, что этот человек унижен. Дай Аллах, чтобы мы воспользовались еще одним шансом в этой жизни. Каждый месяц Рамадан может быть стать последним в нашей жизни. Дай Аллах, чтобы мы до него дожили, так как еще есть немного времени, чтобы мы прошли этот курс, интенсивный курс, добились степени богобоязненных и встречали этот месяц Рамадан снова и снова. На самом деле, наши имамы, наши алимы,
Особенно вот Дагестан вообще богат молодыми алимами. Вот за это нужно сейчас громче аплодировать муфтияту Республики Дагестан. Чуть громче поаплодируйте, пожалуйста. И я же в костюмах, они меня особо не ругают, поэтому я вам такой секрет расскажу. Давайте немножко уважать, ценить наших алимов, уважать их время, их труд. Но сейчас мы в WhatsApp есть, голосовую отправляем. Ну как можно имаму 15 минут голосового отправить, дорогие мои братья и сестры? За это, конечно, имам никогда не поругает, замечаний не сделает. Но если вдруг по каким-то уважительным причинам он не послушает, ой, какой плохой у нас имам. Так нельзя, так не бывает. Они всегда слушают, они отвечают, они помогают. Мы злорадствовать этим тоже нельзя. 12 часов ночи, как можно имаму звонить и о своих проблемах рассказывать? Дорогие мои братья, дорогие сестры, я вам вовсе не говорю, чтобы вы не ходили к имамам. Ходите обязательно, каждый шаг советуйтесь с имамами. Но немножко давайте их уважать. Они такие же люди, как и мы с вами. У них тоже устают, дома семьи бывают и так далее, и так далее. Пусть Аллах Тааля нам с вами поможет. Тут ко мне еще бумажки принесли. Вы же свои бумажки не отдаете. Я понимаю, точно такие же номерки должны быть у вас тоже. Есть такое? Или это что у нас получается? Те, кто пришли, там аккуратненько группу написали, тут все, столько всего раздают, давайте все сюда, да? Так тоже можно. Так тоже. Если вы до этого не догадались, сейчас напишите. Так, я закидываю эти номерки тоже сюда. Но поскольку они с опозданием пришли, они уже, конечно, кое-что уже потеряли. Вот. Но ничего страшного. Все лучшее еще впереди. Сейчас мне нужны дети в зале, которые на родном языке могут сказать: «Мама, я тебя люблю». Кто из детей сможет? Вот девочка поднимает руку. Можно вот сюда, сюда на сцену? Идем, бегом. Еще вы здесь, скажем, в горах. Так, стоп, толпой не надо. Давайте пусть одна девочка поднимется сперва. Так. Я же лакский учу, мне нужно, хоть что-то нужно будет сегодня сказать на лакском. Стоп, тебя как зовут? Меня зовут Анну. Так, ну-ка, идем вот сюда, в центр. Скажи, пожалуйста, мне нужно, чтобы ты сказала: «Мама, я тебя люблю», а не то, что там в школе. Получится? Ну-ка, давай. Судя по тому, как вы аплодируете, значит, сказала четко и правильно. Но с первого раза я не запомню. Вы знаете, мы когда выезжаем за пределы нашей республики с подобной программой, мы поднимаем на сцену детишек и задаем детям вот единственный вопрос. Ребенок должен на родном языке сказать: «Мама, я тебя люблю». Практически нигде дети этого не знают. Практически нигде. И это очень важный момент, дорогие мои братья и сестры. У тебя, принцесса, скажи, номерок есть? Номерок есть у тебя? Да, 2. Там же оставь в кармане. Хорошо? Давай вытащишь один номерок. Бисмилляхи рахмани рахим скажи и вытаскивай. Давайте мы что будем? Что-нибудь такое. Опа! Вот этот большую коробочку дадим. Номер 7 у кого? Может, у тебя в кармане номер 7? Нету? У кого номер 7? Нет, вот идет, по-моему, сестра. Ну-ка, покажите нам. Есть номер 7. Давайте поаплодируем. Возьмите, пожалуйста, вот этот прекрасный набор ваш. Это ко мне. А тебе спасибо. Все. Еще кто сможет сказать: «Папа, я тебя люблю»? Нет, вот этот красавчик поднимал первым. Иди сюда. Нет, вот он здесь впереди. Давай, бегом. Иди сюда, иди. Нет, вот же, вот он идет. Давай, бегом идем. Так, что же мы будем... Давайте вот эти мощные часы. Сейчас все же любят эти модные часы современные. Их будем разыгрывать, хорошо? Ассаламу алейкум. Тебя как зовут? Надя. Ты почему не в школе? В школу ходишь? Да. Утром ходил, скажи.
Султан хотел. Хорошо, Надыр, идем сюда. Нам нужно, чтобы ты на лакском языке, сейчас он скажет, я варец. Может быть такое? На лакском, чтобы ты сказал, папа, я тебя люблю. Сможешь? Давай. Что-то покороче получилось у него. Вы точно меня не обманываете? Все нормально? Надыр, бисмилля рахман рахим, скажи, глаза закрой и вытащи один номерок. Ну-ка скажи. 77. Вот такой крутой номер. 77. У кого номер? Так, ну-ка покажите нам. Есть? Есть. Возьмите вот эти часы ваши, мы вас поздравляем. Все. Надыр. Красавчик. Спускайся. Дай, что это велосипед ты получил. Так. Да, велосипед же тоже будем разыгрывать, правильно? Все будем разыгрывать, иншаллах рахман. Эти детишки, надеюсь, сегодня со школы не убежали, узнав, что тут велосипед разыгрывается. Школу нельзя пропускать, школу нельзя пропускать. Дорогие мои братья, дорогие сестры, хочу предоставить слово еще одному человеку, который также, особенно в Дагестане, очень сильно среди молодежи, известен своими прекрасными красноречивыми выступлениями, призывающих к Всевышнему Аллаху, к нашему любимому пророку, алейхиссалату вассалям, к нравственным качествам. Человек, который долгое время работал председателем муфтията, заместителем муфтия Республики Дагестан, занимал разные должности, как говорится, видео горячие точки, занимаясь просветительской деятельностью. И сейчас этот человек является имамом джума мечети нашего исторического города Дербент. Давайте мы поприветствуем нашего же земляка Мухаммада Майранова. Вы как-то слабо аплодируете. Ассаламу алейкум рахматуллах. Лично я, когда вижу Мухаммада Хаджи, на душе становится приятно. Мухаммад Хаджи, я извиняюсь, конечно, но сегодня здесь, находясь на вашей родине, я не могу об этом не сказать. Мухаммад буквально вот совсем недавно очередной раз стал чемпионом России по джиу-джитсу и греплингу. Давайте мы поаплодируем еще громче и мы вас поздравляем. Пожалуйста. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Альхамдулиллах. Вассалату вассаламу аля расулихи Мухаммаду ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Hurmatli o'ysa, kullal rayonul jamoat, dinal usul wal wasl wal. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Hech va hech barcha bilayro va hech unanisa Рамазан, шахру Рамадан. Несколько слов на русском языке тоже расскажу. Прошу Всевышнего Аллаха, чтобы этот баракатный месяц, ради благословения этого месяца, сделал нас такими, Всевышний Аллах, какими Он сам был нами доволен. Алхамдулилля, очень радостно находиться очередной раз в стенах этого Дворца культуры. Очень приятно в таком же составе вместе с руководством, главой администрации района, вместе с братьями, сестрами, с нашими любимыми детьми, которые украшают это мероприятие. Радостно находиться в преддверии этого месяца в такой приятной, теплой, братской атмосфере. И хотелось бы, дорогие братья и сестры, чтобы вот такие залы, даже если они десятки раз больше были бы, чтобы также заполнялись. И очень сильно хочется, чтобы заполнялись выходцами, уроженцами наших лакских районов особенно. Не потому что не хочется, чтобы другие районы меньше это делали. Просто мы знаем, какая богатая, красивая история у наших районов, у наших алимов, шейхов, устазов. И очень бывает иногда обидно, когда не все наши земляки поддерживают и продолжают то дело. Когда наш уважаемый Исаев Рамазан выступал и говорил о тех сложностях и трудностях, которые увидели наши предки, хотелось бы, чтобы все мы, наши родные и близкие, а я уверен, у каждого из нас есть в семьях, в роду такие люди, которым мы еще должны донести важность, ценность того пути, который проделали наши праведные предки. Они сохранили, кто-то ценой своей жизни,
ценой радости, ценой всего того, что у него было в своей жизни, они сохранили для нас эту религию Всевышнего Аллаха. Эту религию Всевышнего Аллаха они сохраняли и распространяли на разные уголки не только Дагестана, но и за пределами нашей республики. Сегодня, когда религия стала такой легкой в соблюдении и в изучении, сегодня мы должны проявить благодарность Всевышнему Аллаху и еще более усердно быть достойными потомками наших праведных предков. Касательно религии Всевышнего Аллаха, вот Зайнулла Хаджи нам рассказывал о том, как сильно нас Всевышний Аллах любит. Любит больше, чем наши родители. Не то, что каждого из нас, все родители вместе взятые, даже если взять, Аллах Всевышний нас любит больше. Зайнулла Хаджи рассказывал, как каждый день все неодушевленные даже творения Аллаха жалуются Всевышнему на инсана, на человека, на людей, которых Аллах возвеличил, выше остальных творений сделал, а эти люди позволяют себе ослушаться Всевышнего Аллаха. И как Всевышний Аллах оправдывает нас перед другими творениями, говоря: «Да'ухум», оставьте их. Если бы вы их сотворили бы, вы бы тоже их любили бы, говорит Всевышний Аллах. Хоть иногда мы это не ценим, хоть иногда мы забываем Всевышнего Аллаха, Аллах нас никогда не забывает. И эту религию, дорогие мои братья и сестры, Аллах Всевышний дал не как бремя, не как обузу. Вот возьмите, мучайтесь, страдайте, соблюдайте. Вот месяц Рамадан, мы сегодня много о нем говорим. Пусть вам плохо будет, чтобы вы голодали с утра до вечера. Не с таким же посылом Всевышний Аллах дал эту религию. Ни одну вещь, клянусь Аллахом, ни одну вещь, если мы будем анализировать, мы не найдем в религии бессмысленной и бесполезной для человека. Ни одно повеление Всевышнего Аллаха не бывает, чтобы оно не было в себе, не заключало в себе какую-то пользу для человека. Люди удивляются и говорят, как сложно соблюдать религию. Для некоторых людей религия – это куча запретов. Это нельзя, то нельзя, туда не ходи, это не смотри, это не слушай, это не кушай и так далее. Представьте себе, вот среди нас присутствуют наши дети. Каждый, кто является родителем или еще не стал им. Представьте, мы воспитываем своих детей, мы же все подряд им не разрешаем. Мы же где-то их принуждаем к чему-то, мы заставляем рано ложиться спать, заставляем учить уроки, заставляем много чего делать, то, что им не нравится. Для чего? Для кого? Для него самого. Но наши дети не всегда это осознают и понимают. Сколько вещей мы им запрещаем, мы не даем допоздна сидеть в телефоне, мы не даем играться с ножами, ножницами, огнем и многими другими вещами. Мы же тоже им запрещаем. Но теперь правильно ли будет, если наши дети будут проявлять недовольство и говорить, что куча запретов только от родителей? Для кого эти запреты и повеления? Для самого ребенка, для его блага. Возьмите религию, каждый аспект нашей религии, изучая, мы не найдем ни одной вещи, в которой для нас не заключало бы то, что принесет нам счастье на этом свете. Возьмите отношения друг к другу. Возьмите отношения к старшим. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Лейса минна ман лям юаккир кабирана». Не из нас тот, кто не проявляет уважение к старшим. То есть не просто грех какой-то, не из нас, говорит этот человек, он отказывается от таких людей. Касательно отношений друг к другу, посмотрите, дорогие братья, уважаемые сестры, то, что Аллах Всевышний запретил нам, это ложь, это обман, это мерзкий грех, который пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, не может верующий человек обманывать. Это не признак мусульманина. Но чтобы двоих братьев или сестер помирить между собой, Аллах Всевышний даже обмануть разрешает. В этот момент даже греховный поступок для нас делает дозволенным. Представьте, насколько, значит, отношения ценны перед Всевышним Аллахом, что Аллах для этого даже разрешает обманывать людей, чтобы их примирить между собой. Отношения между мужем и женой. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, лучшие из вас это те, кто лучше всех относится к своим женам, к своим детям. И он сам показал лучший пример, как нужно относиться к женам лучшим образом. Как нужно найти ключ к ее сердцу, чтобы она была радостна, чтобы она была счастлива, чтобы она почувствовала, что такое женское счастье. Касательно мужей тоже сказал посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям,
что для женщины в довольстве мужа заключается довольство Аллаха. Сколько бы богоугодных деяний она не совершила, если муж будет ей доволен, только тогда Аллах будет для нее доволен. И таких историй, таких ситуаций жизненных много можно приводить. Религия ислам не ограничивается пятикратной молитвой или хождением в мечеть, чтением Корана или постом в месяц Рамадана. Религия ислам это каждый миг, который мы проводим. Это каждый шаг, сделанный в правильном, в нужном направлении. Вот мы с вами сейчас сидим. Разве это не религия ислам? Здесь раздают подарки, разве это не религия ислам? Здесь говорят о родном языке, говорят о любви к матери и отцу, разве это не религия ислам? Мы должны доверять, научиться доверять Всевышнему Аллаху, соблюдая религию. Это вы не подумайте, дорогие братья и сестры, что я вышел сюда учить кого-то. Нет. Я пришел как к своим братьям и сестрам, единомышленникам, чтобы мы поняли много чего нам нужно донести до тех людей, которые далеки от таких мероприятий, которые далеки от религии и смотрят на религию как на что-то тяжелое, как будто Аллах груз повесил на шею нам и говорит, вот мучайтесь, соблюдая религию. Нет. Мы должны до людей донести, что самое легкое, клянусь Всевышним, самое легкое, что может соблюдать человек, это религия ислам. Нету ничего легче на этом свете для жизни человека, для его счастья, для его физического состояния, для его духовного умиротворения. Нет ничего лучшего и легкого, чем религия ислам. Самое легкое то, что Аллах нам дал. Аллах нам всем говорит, вот правильный путь. Хотите быть счастливым? Вот если у нас у всех спросить, вы хотите быть счастливыми, мы же все согласимся. Но глупым же будет человек, который не захочет быть счастливым. Так вот, Аллах же для нас лучше знает, в чем это счастье заключается. Вот это состояние внутреннего умиротворения. Аллах говорит, вот прямой путь, следуйте за этим путем, и вам будет хорошо. Здесь говорилось об описании Всевышнего Аллаха. У Аллаха есть такой атрибут, «Киямуху бинавсихи». Он самодостаточный, он ни в ком, ни в чем не нуждается. Будем мы с вами праведными людьми или будем самыми грязными грешниками, Аллах не нуждается в наших благих поступках. Это мы нуждаемся в них. Так вот, Аллах из-за любви к нам говорит, о мои рабы, вот вам правильная дорога, и если вы хотите быть счастливым человеком и на этом, и на том свете тоже, следуйте за этим путем, и вы будете счастливы. Я дам вам это счастье, говорит Всевышний Аллах, ведь это состояние, это чувство Аллах дает в наши сердца. Но насколько неразумно, когда Аллах говорит, вот плохая, другая дорога, за ней не следуйте, ибо не ждет вас там в конце дороги счастья. Глупо же нам следовать за этим путем и надеяться, что в конце там будет нас ждать счастье. Не будет же Аллах нам говорить. Аллах же не обманывает своих рабов. Не будет в конце этого дурного пути. Если человек по пути шайтана будет следовать, валлахи, никогда в жизни он не будет счастлив. Ни один день он не почувствует вот истинное счастье в своем сердце. Потому что счастье дает Аллах и дает тем людям, которые следуют по пути этого счастья. А этот путь является религией для нас, дорогие братья и сестры. Вот здесь посмотрите, сколько старших людей, наши уважаемые аксакалы, уже люди, которые большую часть своей жизни пережили. Мы не знаем, доживем ли мы до этого месяца Рамадана. Мы не знаем, кого Аллах нас заберет следующим, молодого или же взрослого. И говорится, как только человек покинет этот мир, первое, что он будет просить Аллаха, о Аллах, когда он увидит воочию всю ту истинность слов Всевышнего Аллаха, он скажет, о Аллах, верни меня хотя бы на маленький промежуток времени, и я уделю это время полностью Тебе. Всецело я буду делать то, чем Ты будешь доволен. Я не буду жить для себя, я буду жить ради Твоего удовольствия. Но Аллах не даст ему вторую попытку. Не будет, каждый из нас знает, что не дано человеку вернуться оттуда, не дано человеку вторую жизнь прожить. Когда Аллах Всевышний покажет адскую обитель человеку и скажет, на что ты сейчас готов, чтобы не попасть в этот ад? Человек скажет, я готов собрать богатство всего мира, то, что ты сотворил, о Аллах. Разве возможно собрать богатство всего мира? Максимум можно стать самым богатым человеком, но богатство всего мира собрать невозможно. Но этот человек скажет, я сделаю это, о Аллах, только бы не гореть в этом огне ада. И Аллах ему ответит, о мой раб,
посмотри сейчас, на что ты готов. На невозможные вещи. Но я ведь от тебя не просил всего этого. Я ведь всего лишь от тебя просил, чтобы ты жил правильной, красивой, чистой жизнью, которая тебе бы принесла пользу. Не мне, Аллах в этом не нуждался. А сейчас ты готов на такие великие дела. Но от этого нет смысла. Запоздалое покаяние не принесет человеку пользу на том свете. Однажды Хасан аль-Басри, рахимахуллах, великий алим, со своим товарищем находился на могиле их знакомого человека, и он спрашивает своего друга: как ты думаешь, если Аллах дал бы ему возможность подняться, выйти, что бы он начал бы делать? И этот друг говорит: не знаю, наверное, он соблюдал бы правильную жизнь, наверное, он покаялся бы за свои ошибки, наверное, он посвятил бы второй шанс, наверное, посвятил бы Всевышнему. И тогда Хасан аль-Басри говорит: вот посмотри, дорогой мой брат, у него уже нет такой возможности вернуться, но ты знаешь, что бы он захотел, будучи мертвым. У него нет такого шанса, но у нас с тобой еще есть возможность. У нас с вами, дорогие мои братья и сестры, еще есть возможность, пока Аллах нас не забрал, жить красивой, правильной жизнью, принося пользу самому себе, своим близким, родным, этому обществу. И за это на том свете получить великую награду. Я прошу Аллаха каждому из нас этого истинного, правильного понимания. Прошу Всевышнего Аллаха, чтобы Всевышний Аллах заполнил наши сердца иманом, укрепил нашу веру, заполнил наши сердца любовью друг к другу, чтобы мы не просто на словах, но и на поступках уважали каждого из людей, независимо, знаем мы человека или не знаем, независимо, сделал он нам какое-то добро или не сделал, кем бы ни был этот человек, какие бы ни были у него взгляды, чтобы мы умели и любили, уважали каждого из окружающих людей. И на словах, и на поступках тоже. Прошу Всевышнего Аллаха, чтобы этот месяц дал нам Аллах дожить до него, чтобы мы встретили этот месяц одними людьми, но завершился этот месяц, чтобы мы вышли из этого месяца совсем другими, намного лучше и чище людьми, намного лучше, чтобы мы стали, чем есть на сегодняшний день. И прошу Всевышнего Аллаха, чтобы в наших районах, на наших землях, тех землях, на которых умирали, жили красивой жизнью наши праведные и славные предки, чтобы мы стали хорошими предками для дальнейших своих потомков тоже. Прошу Аллаха, как сегодня собрал нас в этом зале, чтобы также всех нас собрал с нашими детьми и родителями, с нашими родными и близкими и на том свете, и в судный день, на самой вершине рая Джаннатуль Фирдаус, вокруг нашего любимого пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Давайте сделаем так, чтобы вы могли порадовать одного из наших сегодняшних братьев и сестер, которые в зале. Так, ну пусть будет вот этот мощный фонарик. Самый тяжелый подарок. Сегодня здесь, 193. Номер 193 у кого? Пошустрей, пошустрей. У вас? Нет. У кого номер 193? Есть такой в зале или идем дальше? Тишина. Еще вытаскиваем. Фонарик. Вы знаете, мы на одном мероприятии вообще аккумулятор разыгрывали на автомобиле. И такое было. 233. Точно? Так, ну вот будете теперь с хорошим фонариком ходить. Пожалуйста, вручите, пожалуйста, нашей сестре. Так, есть. Давайте поаплодируем. Хажи баракаллах вам огромное. Баракаллах. Ну что, дорогие мои братья, дорогие сестры, все нормально? Детишки, ну-ка поднимите, дети, руки. Дети только. Ох, как вас много сегодня, машаллах, машаллах. Молодцы, детишки. Давайте мы с вами договоримся сейчас. Если кто-либо из вас, ну все же подарки не получают, правильно? Ну конфеты да, но велосипеды же нет. Поэтому отпусти, красавчик, молодец, устанешь еще. Вот. Если кто подарок не получит, никто обижаться не будет, плакать не будет. Договорились?
Мы же лакцы, красавчики смелые. Без слез только, хорошо? Пока велосипед мы оставляем. Тут, видимо, группы хорошо работают у вас. Еще люди поступают и поступают, уже сесть места нет в зале. Альхамдулилlah, очень хорошо. Дай Аллах, чтобы мы всегда собирались вот на такие баракатные маджлисы. Это особый баракат, особая милость Всевышнего Аллаха. Вот давайте еще вот такую маленькую девочку, можно мне на сцену? Прям совсем маленькую. Вот же она красавица сегодняшнего нашего маджлиса. Давайте ей поаплодируем все. Ай, машаллах. Иди сюда, принцесса. Вот сюда. Тебя как зовут? Халима. Халима. Тебе сколько годиков? Покажи. 3. Молодец, умница. Так, Халима, поможешь дяде сегодня вести мероприятие? Угу, говорит она. Так, давайте вот этот блендерный набор будем разыгрывать. Это не тебе, Халима, это не тебе. Ну, подержи чуть-чуть, подержи пока. Вот так. Давай вместе подарим кому-нибудь, хорошо? Кого-нибудь порадуем, договорились? Дай теперь я подержу, а ты бисмилля рахман рахим скажи, и бумажку нужно вытащить. Сможешь? Но сперва бисмилля нужно сказать. Сможешь? Да. Ну-ка скажи. Бисмилля рахман рахим скажи. Я скажу за тебя, хорошо? Бисмилля рахман рахим. Закрывай глазки, давай. Бери. Только одну бумажку бери. Только одну. Одну возьми, одну. Все? Какие там цифры? Сможешь сказать? Да. Давай. Держи. 1, 1, 8, 8, 7. 7. Во. Молодец. 187. У кого? Халима, держи. Идем поближе, идем. Так, она на сцену идет. Пусть подойдет, хорошо? Идем сюда. Какая у нас Халима молодец. Идем сюда, бегом. Ага, маску сними, ничего страшного, пусть все тебя видят. 187, да, есть, видимо, она очень сильно нервничала, и вы бы видели эту бумажку. Как тебя зовут? Нура. Сильно хотела подарок? Она, по-моему, что-то другое хотела. Но ничего, здесь может быть лучше. Держи. Халима, ну-ка вручи сестре подарок, вручи. Дай ей подарок, дай. Во. Все, держи, крепче держи, он тяжелый. Все, молодец. Давайте я с Халимой поработаю чуть-чуть, мне с ней понравилось. Еще поможешь, дядя? Ну-ка, закрой глазки. Вытаскивай. Только один билет. Ага. Так, я чуть-чуть перемешаю. Зеркальные номера на автомобиль такие очень дорого стоят. 2, 3, 2. 232 номер. Так, у кого номер 232? Так. Вот этот чайник он заберет, иншаллах. Идем сюда, идем. Где он? Ассаламу алейкум. Тебя как зовут? Мурат, Мурат. За что больше всего болел? Скажи честно. за телефон. За... Телефона же нету здесь. Не знаю, ребят, не зашел. Ну ты откуда про телефон знаешь? Сказали, В группе писали утром, да? Хорошо, ничего, видишь, многим даже может быть, что ничего не достанется, а у тебя зато вот такой мощный электрический чайник есть. Сегодня на чай все к тебе. Нормально? Все, поздравляем. Ну-ка, дай бумажку сюда. Все, иди. Так. Это что ли? Пока оставим. Вы откуда знаете, это же коробка просто. А вот она тяжелая, реально утек. Мощный. Халима, поможешь дяде еще раз? Да, говорит, она всегда за добрые дела. Бисмилля рахман рахим. Не сможешь уже, не научилась бисмилля сказать? Просто бисмилля сможешь сказать? Не сможешь? Может, попробуешь?
Нет, говорит она. Но ничего, после сегодняшнего маджлиса она обязательно научится. Еще раз. Только одну возьми. Ага, все есть. Номер Номер 32. 32. Вот так. Дай, пожалуйста, дядя. Номер 32 у кого? Так, кто же получит этот мощный утюг? Прямо по адресату, что ли? Получай. Ну-ка, держи, Халима, держи. Пойдем сюда. Пойдем. Вот, есть номер 32. Возьмите, это вам. Все. Поздравляем вас, поздравляем. Все. Дорогие мои братья, дорогие сестры, уважаемые, любимые наши детишки, сегодня, вот, альхамдулилля, еще раз выражаем хвалу Всевышнему Аллаху за ваши эмоции, за ваши улыбки, за ваше настроение. И давайте сегодня, здесь и сейчас, еще раз вспомним тех людей, которые так или иначе причастны к сегодняшнему мероприятию. Кто спонсорский, кто волонтерскими движениями, кто любую помощь оказал сегодняшнему мероприятию. Давайте поаплодируем этим людям за то, что они нам подарили вот такой праздник. Спасибо им всем большое. Сейчас я хочу предоставить слово человеку, без которого на самом деле не получается подобные мероприятия. Их поддержка, их внимание всегда будет очень важна и нужна. Глава нашего района, он попросил, чтобы ему слово дали в конце. Сказал, что хочет внимательно послушать всех выступающих, посмотреть программу, а в конце поблагодарить всех. С огромным удовольствием, с радостью предоставляю слово нашему уважаемому главе нашего района, глава муниципального образования Кулинский район, Шамиль Рустамович. Давайте поаплодируем главе нашего района. Асхалимат, иншаллахман, мы пойдем в сторонку. У меня для нее особенный. Отдельный подарок у меня. Пойдем? Есть. Ассаламу алейкум, уважаемые джамат. Очень приятно сегодня отметили все моменты, как мы должны вообще жить. Недаром сказано, что рай находится в новом пакете. Такую большую оценку дают всем матерям, которые здесь сидят, отцам, родителям. Эти родители, которые с собой привели сюда своих детей, я думаю, что частицу внимания больше узнали Всевышнего Пророка. Сегодняшний день у вас пройдет в очень хорошем настроении. Я думаю, что наступавший месяц Рамазан принесет нам много моментов, где мы можем просить прощения, в первую очередь. Делать дуа за наших братьев. Я попросил бы именно каждого сидящего здесь, каждого мусульманина делать дуа за наших братьев, которые сегодня находятся в спецоперации. Я хотел бы отдельное внимание уделить сегодняшним организаторам, которые здесь, нашим братьям, которые приехали. Мы вас приветствуем, благодарим. Огромный привет от Кулинского района муфтияту, нашему муфтию. Благодарим за внимание. Это полный зал сегодня, рад видеть. Действительно, столько эмоций получили дети, взрослые, старшие. Не то, что это подарки, я знаю, что для вас эта жизнь ничего не сыграет. Это подарок хорошему, плохому, это имущество, благо. Если мы на пути к Всевышнему, мы не двигаемся, если в наших душах нету положительного, если мы не желаем друг другу хорошего, положительного блага, то ничего это имущество ничего не стоит. Дорогие наши дети, цените своих родителей. Дорогие наши родители, цените те минуты, которые с вами есть старшие. Я очень рад, сегодня здесь отметили, говорили, что именно эта земля, именно наши предки первым приняли ислам и передавали дальше. Надо им гордиться. Все, кто здесь сидят, все жители Кулинского района, вы должны помнить и знать,
под гордость это нехорошее дело, но я думаю, что этим стоит гордиться. А так, вот такую минуту не сказать пару слов нашей маме, которая сделала, чтобы все видели. Когда молодой парень как пришел на район, действительно большое дело сделал, много какой работы сделал. Благодарю тебя, что вот ты сейчас с Джаматом, здесь когда 12 часов ночи, можно не звонить, но я думаю, что тебе может 3 часа лучше. И надо беспокоить его утром, ночью, вечером. Благодарю всех, спасибо большое. Спасибо вам большое, наш уважаемый глава муниципального образования Кулийский район Шамиль Рустамович. Ну что ж, теперь вот прям совсем маленький мальчик нужен. Прям совсем маленький. Есть такое? Это что? И вот же там мальчик, вот идет, выходит. Отправьте его сюда. Давай, красавчик, идем сюда. Так, для начала мы познакомимся. Ассаламу алейкум. Тебя как зовут? Умар. Умар, маша Аллах. Идем у нас. Такие красивые глаза у тебя, Умар, маша Аллах. Так, покажи-ка твой номер. С другой стороны. Умар, ты тоже нервничаешь, да? Ну-ка, поставь свой номерок в карман, поставь в карман. Ага, убери его в сторону. Все. Умар, как общее настроение-то? Нормально? Мероприятие нравится? Сейчас мы поднимем ему настроение. Умар, ты чуть-чуть посмелей. Мне нужна будет твоя помощь. Мы сейчас с тобой вместе будем воздухоувлажнитель разыгрывать. Здесь в Кулийском районе такие вещи нужны бывают, да? Так, бисмилляхи рахмани рахим. Умар, твоя задача вытащить отсюда одну бумажку. Сможешь? А бисмилляхи рахмани рахим сказать получится? Точно? Ну-ка скажи. Ну и то хорошо. Закрой глаза, скажи бисмилляхи рахмани рахим и вытащи одну бумажку. Одну бумажку. Все, вытащил? О, эти номера вообще дорогие. 202. Номер 202 у кого? Выходите к нам сюда поближе. Нам доказательство нужно обязательно. Так. Покажите, пожалуйста, нам. Да, есть. Угу. Я это вот здесь оставлю. Возьмите этот подарок ваш. Так. Его, что ли? Умар, ну ты за маму хотя бы улыбнись, а? Хорошо. Умар, давайте я не знаю, чем ему настроение поднять. Поаплодируем ему хорошенько. Все, Умар, иди теперь за маму. С мамой порадуешься. Обмывать будете иншалла вместе. Кто еще есть совсем такие вот маленькие мальчики, девочки? Кто еще есть у нас в зале? Там в задних рядах на самом деле пусть придет. Отправьтесь сюда вперед. Так. Поднимите руки те, кто хотят телефон. А что, у вас телефонов нет, что ли? Это же не iPhone. Все равно рук меньше не стало. Хорошо. А те, кто хотят велосипед? И все детишки. Ладно. Давайте одного ребенка сюда. Сейчас будем велосипед. Вот такой мощный. Разыгрывать. Давай, бегом сюда. Дорогие мои братья, дорогие сестры, ассаламу алейкум. Тебя как зовут? Хамзат. Хамзат, тебе сколько лет?
Мне 8. Хамзат, честно скажи, в мечеть Коран читать ходишь? Пока что нет. А по какой причине можно узнать? Не знаю. Хорошо, если ты мне даешь слово, что ты будешь в мечеть ходить, изучать Коран, ты вытаскиваешь. Нет, ты уходишь. Договариваемся? Дай 5. Да от души дай, да по-мужски. Вот, все. Вытаскиваешь билет и радуем кого-нибудь, потом уходишь туда, к имаму. Вот имам вот здесь впереди сидит. Нужно тебе с ним договориться. Сможешь? Так, стоп. Все здесь. Ну-ка скажи бисмилляхи рахмани рахим громко. Бисмиллахи-рахмани-рахим. Закрывай глаза и вытаскивай номер. Все, красавчик. Номер 189. 189. Этот мотоцикл ваш. С паспортами, с документами, со всеми делами. Все есть тут. Только страховки нет. 189. Поднимайтесь к нам сюда на сцену. Вот тут все документы, все есть. Вот. Салам алейкум. Про договор не забыл? Нет. Все, иди к имаму договаривайся. Ну-ка покажите нам 189. Она тоже, видимо, нервничала, но не зря. Честно скажите, телефон хотели или велосипед? Ничего не хотела. Вот когда ничего мы не хотим, все оставляем на Аллаха, Всевышний Аллах дает вот так. Понимаете? Как вас зовут? Айша, мы вас поздравляем, вот этот велосипед ваш. Хотя бы, чтобы доказать всем, что велосипед ваш, просто покатите его в ту сторону, хорошо? Вот давайте, покатите, не стесняйтесь. Давайте поаплодируем нашей сестре Айше. Только аккуратно, пожалуйста, пока без страховки. Все. А сейчас, дорогие мои братья, дорогие сестры, я хочу сейчас предоставить слово инициатору, организатору сегодняшнего мероприятия. Человек, который сегодня переживает больше всех, человек, который переживает за этот народ, в том числе, как сказал глава нашего района, 24/7, как говорится, всегда на связи, всегда готов своей отзывчивостью, добрым словом, делами и поступками поддерживать свой народ, наш уважаемый имам. Председатель Совета имамов Кулинского района Мухаммад Маннар Бариев. Давайте поприветствуем. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Кулла райондар жамаат, мукумма букса камал, нихтулу харисара, ваганезу хунабаин, вакумса маджлисе хуртукумзу шарахар, ва кумаса барчалат ира салчин жура Шамил Рустамович лухун, ванакун укуса чума укуса маджлис манчера куну, ванарукуни давай полный вперед, шему кумак баннукуну, мнету Аллах наджар чирун батанну харца ванар бумур. Вамукум машикум как маг булебуса ва марини киса дом культура рукумма мурчина нахку кумаса барчалатира ва Аллах наджа бучина нахкино харцана бумур. Вазум кумаса барчала ва ахтенса чумох кабулгун зула даурта кабулгун шикум букса харца шикум бюса ша чирунуса кунно барачатранса кунно иншаллах ва муках укунса маджисите Аллах наджа кумма тофик бруно чауну батранса гун. Важу хадну галати буру Рамазан зурету межанугу мужум макулли цукун барачатса цукун даража алавес барбустары цалтигути ура Аллах нажухума тинанакун тавфик буруно ва баршкуна бақин тилабахекун зумагу дурхуну шелуну хамбуанса ва мукумма чароса шелнарди хичуммегу хуна бақлангу хамбангу Аллах нажухума тинанакун тавфик буруно ва тазагу чинчевра шиккугу чауну укунни идоси цахадис бусар Бустартар мукунса инсантар Рамазан зури зума дурхуса, амма миннан газ зумалиту кашива макатсику каканисара. Мунего цахар бурчи виса заманне урч жахиса урч бигумур зума Рамазан зури кадох занети хуншихун зума дурхуну минна кокунур сахунаса ухараса кужа музох лайгу черкане. Минна кумур вахина начта қарар кумбур кунаса адимна зума дурхун чана қараха кумбурина. Манар кумбур
na lako qashve se sanna kumbur mune tutun zadu kan bahe amma kumbur na sharmak usle aqara erki maqsa maqti aqara bohtan ghibat billah aqara kumbur mine minut na zuma durhunura kumbur zugu buru kumbur mukumma zuma durhunu yalan me ucara ne chunu do mune tu mune ma'na tili gazuma kashir baqasagu jula tullar jula amallar jula khasiyatlar jula qulaqas ban erkinsar munamo kutsu hammasa tawfik Allah na kurmagu bulunnon yalagu Rashi kunakul ta xabar bosanchivatun saqech unaqala gledunugu shikko qonamanargu veminnaruj aminar ukunni mun nittiyatu tibur uttijumma ucherebur tatih da'veli tiha jahil sarch losun shikkun bukunu ga harchangu juva gadik inusuch malgu shela qurjushu nittihan qanedo qunas adimna ujet suwa busleur suwa qona kosachumal natar chivissa usiyo tulpu nas chivino una lognatar wa dunya litu metu ganittil na qankano yewevatar tarbiya ulle kumur na qankano ga buttal dastoni se punuti gana wase gana qimat yerebe baksa qaylabe ben sakutsu munaru ganitti uchevadar tu vilbutta qinnu daraja alave saysan ya qinnu qimat bussa vin qabujissa gaqenan vel amallenu kunu munetu qankano qurjinu na tarbiya ve kumur ganil Nuga zuntausa şersedur, çivissa ona erkine kasat uldursa çumal gani atteva kumburna. Gatti çuva busteva kona kusa çumal, qinnu tsaqsa qankasa kadiya kumbur ganil. Amma kumburna atun qaykesiye kunbu, na qinnu tsaqsa yo kumbur ne vagu amma atun qaykesiye. Kona khane hali şkodali loksa çumalgu, şkodani erkine kasat urduğunu tibunugu konu, uçitti traygör arze bu konu nitti şeve uçaktu atteva kumburna. Qinnu mukrunu vin qabıcı sevin yahba qarı. Vili butta okunsa insan yüksel, vile butta tatsyan yerlere dulle oraneti, qabıcı serte bukun atteva kumbur nittinna. Tu şuşa şey kum ganittil kaga turçon denin dokhye kumbur. Zuntausa tacumasa qami, qartu khile, şinu khile, zuzisa genarga qinnu qankasa qami bikumbur mi. Bukun tun hesha şey kumbur qankasa qussaka, amma na atun qaykese kumbur, qinnu tsaqnu bühese kumbur. Nuku tuçunlar bunu nittil her salaksa tuldarçangu atteva kumbur, bu şey kumga butta diknin teva kumbur. Bukun butta nisa egu kumur dastoli se egu kuno bukun padrosta kuno yala padrosta qanayt seçumagu qoqasa bege xorjutan erkine qasat ulludulle şkolale çidulugu durnu qadar erkine qasat uldur seçumal şilugunu arzu kerdu u kuno galitti qinu attevotana bukun qabıcı serti kego qankasa dige otur usta dige otur adimna laqasam ti qona xuratarda tutsotar şerse tulburtar örçülü çiri usta adimna oranava Sakun tiga nittişya şappa bu saçma kupat urçaraşan na şerseni çi ukusarı bukun sakun ganit şerseni hon daibota sakı daibota şerseni hon va kunu nittin kokul şeşar honu gat hon daban der kunatar çiyan ora mukun aras gagu bir urçara ninuri khar gagu şilbulu duşki khafun bu qabıcı sığmı kutu kukunik rahmuni kutu mukutu daibonatar nittil tuhon va bukunna çiine kuna rişevta gani katuyuk Mukutu rişad der kunatar. Munamu cumata na atun yukratar gaurçar. Atun yukratar iheti çivisse urçkuna. Tukkuluk sa adimne çiribussa urçulusa insan. Yala battul dus urtar, yat tur dus. Tundek ni burtar çiğini yatsan. Yine çalla bir atun kay kunatar. Ti kuna kusuçuma tukkuluk sa kusuçuma ati ora var çire kumbur. Ora kumbur. Çivan ora kumbur ati. Da kumbur çivisse cumal nittine atteva kumbur. Ganelka kankas sediye kundu. Gujbu sediye kumbur. Uttini athetse çuma kumbu tun hesha kuni turani tika kukukhunu kukukhunu gani kuni baqqar kuni ga hiç osa guj yala mucuma tum bucunni kumbu gat tula ninogo öramro khosh ku qadigan shu tarata ga hanne düşü va dunyalitu çivini tun khambige va kumbu ga öramro khon zuntu kona tulamak digan sakutsu her samdan tun maqulu ga kambulle uttine chatum bucunni tar gago hanne düşü va dunyalitu munetu bu saksa jolani tibutar qimat jwa burchinar kinsaro mi haqanu busar hunti baqqasar va dunyali yala qonnasa utrata munamun nitibutala gawre samurda qasa munetu nitibuta samina zukutira burchera nitibutar qimat ölçere minne şikut iyukunni mammettun ina khirara dadettun ina khirara ismaqru çaçanatun arkinsa minnana minnar da kuklusar minna jo tiksati zahmashu darchangu minnar mi buhanisar amma dikdin gazahmasar ölçerangula himbara zuvagu kolagastara nitibutar qimat Jua hazbulan arkinsaru. Allah nar kabaqenno, uluşidurno. Jura nittibutar ormu.
лақибанно тулушидуруно ва маджлиску барачасахуно муқахку батан хунабаклан Аллах нажику магу тавфиқ дуруно. Вассаламу алейкум ва рахматуллах. Я не знаю, о чем вы говорили, но, наверное, выступали как имам. Можно немножко секрет раскрою? Мы же, многие люди обычно вот на имама смотрят, как люди, которые постоянно в мечети, и вокруг мечети больше такого ничего нет. Но, знаете, я слежу в Инстаграме за вашим имамом, Мухаммад Бариев, страница в Инстаграме, и он у вас занимается таким видом спортом, который, ну, я не знаю. Этот человек через 2 дня прибавляет по 5 килограммов, одевает на себя, уже он дошел 110 килограммов и отжимается на бросе. Вы понимаете, о чем я? Тут вообще сейчас многие просто взять там даже 5 раз отжиматься на брусьях не могут, а ваш имам одевает на себе 110 килограммов и отжимается. В чем секрет? Как вам это удается? Можно вот в этом вопросе тоже немножко смотивировать молодежь? Сила просто стабильность, постоянно заниматься их желанием. И все. Одну бумажку вытащить. Конечно. Хорошенько перемешаем сперва. Я лично желаю, чтобы один вот преклонного возраста, один из аксакалов, чтобы выбрал этот телефон, номер 74. Аруцали Мухва. 74. Зайцы. Ну, все уже ясно, все. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Какой номер? Все есть. Тебя как зовут? Ильхам. Ильхам, вообще чем занимаешься по жизни? Телефон есть? Да. Какой? iPhone. Это же не iPhone, можешь кому-нибудь еще разыграем? Можно. Можно я? Всевышний тебя выбрал. Поздравляем тебя, молодец, молодец. Пользуйся во благо. Пользуйся во благо. Баракаллах огромное, баракаллах всем. Ну что ж, может, стул разыграем, а? Дорогие мои братья, дорогие сестры, красивые слова сказал наш уважаемый глава по поводу призов. Я как ведущий просто, как сказать, мотивирую немножко в настроении, в тонусе, скажем так, веду сегодняшнее мероприятие. Каждый из вас, я очень надеюсь, что вы извлекли для себя большую пользу из выступающих наших имамов, алимов, и максимально готовитесь к месяцу Рамадан. В этом месяце нас с вами ждет очень много особенных мероприятий, ифтары, республиканские маджлисы, много-много мероприятий. И давайте сегодня мы с вами договоримся, что вот как сегодня полным залом вы пришли, поддержали инициативу нашего имама и главу района, вот так же всегда вместе будем их поддерживать, иншаллаху рахман. А сейчас я предлагаю, чтобы один из нас, старшие, сделали хорошее дуа за всех нас, за братьев, за сестер, за наших ребят, которые сегодня защищают интересы нашей страны, за всю умму пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, чтобы мы жили в мире, согласии, благополучии, чтобы у нас все было хорошо, иншаллаху рахман. Я хочу, чтобы в зале была сейчас полная тишина. Давайте успокоимся, все сели. Будем держать перед собой руки и сделаем хорошее дуа, иншаллаху рахман. Кто сделает дуа, имам? Амин. Там же с места можно сделать. Амин. Аллахума амин. Субхана раббика раббил иззати амма ясифун, вассаламу аля аль-мурсалин, вальхамдулиллахи раббил аламин. Еще раз огромное баракаллах главе района, имаму, всем нашим гостям, исполнителям нашидова, организаторам, администрации, руководству этого прекрасного зала. Всем вам, всем баракаллах, всем до новых встреч. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.